Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы продолжаем занятия в нашей точке роста. Мы уже отзанимались с вами сентябрь и октябрь. За это время мы прослушали самую различную теоретическую информацию по организации образовательного процесса в новых структурных подразделениях школы. Мы приняли участие уже в семинарах по естественно-научному направлению. И вот сегодня наша онлайн-школа будет посвящена новой такой проблеме. Ну, проблема старая, но с новым уклоном – это профессиональная ориентация обучающихся. И сегодня на нашем вебинаре присутствуют учителя информатики. Так, я вам представлю. Это Рассыхаев Алексей Александрович, учитель информатики и физики Усть-Куломской средней общеобразовательной школы, и Ложкин Николай Евгеньевич, учитель информатики, средняя общеобразовательная школа села Пашга. Вообще нужно сказать, что весь ноябрь и даже декабрь у нас пройдут именно в формате методических семинаров. То есть учителя будут делиться своим наработанным опытом, своими мыслями о том, как же эффективно организовывать учебный процесс, работая с новым оборудованием. И вот новое оборудование, которое поступило в школы согласно федеральной программе «Современная школа», оно позволяет не только сформировать, не только развивать познавательный интерес вообще к образовательной деятельности, так, мотивировать учащихся к учебе, но и позволяет рассматривать новые возможности осуществления профессионально ориентированной деятельности, осуществлять профессиональную ориентацию. Вообще профессиональная ориентация для российской школы – это тема не новая, и мы можем рассматривать ее девиз «100 дорог, одна твоя» или «100 дорог, одна моя», тут с разных точек зрения, с разным выражением. И какие нужно внести и почему нужно внести какие-то изменения в организацию профессиональной ориентации обучающихся. Вот сегодня мы с вами об этом будем как раз и говорить. Какие на сегодняшний день имеются проблемы с трудоустройством наших выпускников? Ну, статистика показывает, что 70% выпускников работают не по специальности. А почему? Ну, потому что несерьезно подходят к выбору своей будущей профессии. Или смотрят, или подчиняются воле родителей, или идут в какую-то профессиональную организацию вместе со своими друзьями, или смотрят, а в какой организации меньше баллов для поступления. То есть никак не учитывают свои склонности и профессиональные способности, а лишь бы где-нибудь поучиться. А потом уже в таком состоявшемся возрасте 22 лет, 23, даже и старше, начинают метаться. А потому что не знают, где же все-таки приложить свои силы и где получить удовлетворение от своей работы. Другая проблема – это то, что и работодатели тоже не удовлетворены уровнем подготовки молодых специалистов. Ну вот известно, что теоретические сведения по инженерным специальностям устаревают, пока бакалавр учится в 2 раза. А период обучения бакалавра 4 года. То есть получается, что выпускник, будущий работник, он уже не соответствует, не владеет теми знаниями и практическими умениями, которые от него ждут. А государство сейчас ориентируется на так называемую цифровую экономику. Происходит цифровизация всех сфер нашей жизни, так, и начинают меняться те профессии, к которым мы с вами привыкли. Ну вот показано примерно определено примерно следующее, что 57 профессий исчезнут. Будут меняться такие профессии, как даже вот банковский служащий, офисный работник. То есть в том виде, как мы сейчас, вот, взрослые, это представляем, спустя несколько лет эти профессии будут выглядеть совершенно по-другому, и будет совершенно другой функционал у этих профессий. Какие-то профессии останутся, так называемые профессии старожилы. Так, это, например, это медицинские работники, это преподавательский состав,
Так, это представители сферы обслуживания. И какие-то профессии, они останутся востребованными, какие-то профессии останутся востребованными, так, но они будут тоже меняться. И появляются новые профессии, которые, может быть, даже и вот современным уже взрослым людям, не то что там бабушкам и дедушкам, а даже родителям, кажутся довольно-таки оригинальными и не представляют, а что же тут нужно работать и как нужно работать. Ну и вот условно вот разделили профессии в две группы, такие вот это профессии перспективные и профессии будущего. То есть профессии будущего, которые пока еще встречаются единично, но затем будут представлены массово. Ну вот, например, из массовых профессий такая профессия интересная, как менеджер космического туризма и так далее. То есть профессии будут постоянно развиваться, причем будут развиваться на стыке самых различных сфер экономики или научных областей. Ну, например, уже сейчас рассматриваются возможности совместного развития информационных технологий и медицины. Всем известно, что при помощи роботов уже можно делать операции, что при помощи 3D-моделирования можно будет создавать протезы внутренних органов и так далее. Есть интересная профессия, оказывается, вот IT-евангелист или IT-пропагандист, ну и так далее. При желании можно, конечно же, посмотреть краткое описание всех представленных здесь профессий. Ну и так как вот именно на рынке труда в Российской Федерации сейчас очень остро ощущается кадровый голод вот таких вот цифровых профессий, поэтому и людей с таким образованием катастрофически не хватает. И одним из национальных проектов вот стал национальный проект «Цифровая экономика», в который входит федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», а в этот федеральный проект еще входят другие проекты, вот в частности, проект «Цифровые профессии». Сейчас цифровые профессии уже могут приобретать люди, как говорится, с нуля, то есть совершенно не обязательно владеть какими-то базовыми знаниями, то есть на курсах повышения квалификации вот, научат вот этим вот новым современным профессиям. Национальный проект «Цифровая экономика» связан с другими национальными проектами, и здесь давайте выделим национальный проект образования, который тоже включает ряд проектов федерального уровня. И вот из них мы выделим только несколько. Это «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа». Ну вот товарищи информатики уже представляют, что да, действительно, проекты «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа», они взаимосвязаны. Так, и посмотрим далее. Следующий федеральный проект – это вот проект «Успех каждого ребенка», и в нем есть другие малые проекты. Это проект «Билет в будущее» и проект «Траектория». Эти вот проекты, они взаимосвязаны между собой. Так, и что интересно, вот проект «Траектория», так, это проект, который организован на сайте по бесплатной профориентации детей. И здесь на этом сайте предлагаются учащимся возможность поучаствовать в решении каких-то современных проблем, задач, проектов. Так? И причем здесь интересно то, что эти проекты можно будет выполнять под руководством каких-то крупных компаний или ведущих вузов. И учащиеся, которые справятся с этими проектами, они потом могут быть зачислены непосредственно в этот какой-то вуз курирующий, а сам студент затем сразу же стать членом какой-то престижной команды. Другой проект – это проект «Билет в будущее». Он основан на ранней профориентации обучающихся 6-11 классов. И здесь такая предлагается установка, что
при реализации этого проекта учащихся нужно вовлекать как можно больше в самые серьезные проекты, в различные виды деятельности, вовлекать в профессиональные пробы. И я вот обращаю ваше внимание на то, что деятельность в рамках таких мероприятий должна соответствовать, максимально соответствовать какой-то профессионально ориентированной деятельности без развлекательного или игрового содержания, чтобы как можно серьезнее дети понимали, а что же это будет за профессия. Ну, коль мы говорим о цифровых профессиях, то, конечно же, в основе этих профессий должны лежать хорошо сформированные знания по информатике и умения. И вот что интересно, отмечается увеличение количества детей, которые интересуются информатикой, любят этот предмет. И посмотрим на статистику, что увеличение учащихся, которые наблюдается рост количества учащихся, которые выбирают ЕГЭ как форму государственной итоговой аттестации. И здесь наблюдается прирост на 7-8% ежегодно. То есть ни один какой-то предмет не имеет такого колоссального прироста. Там, наоборот, мы отмечаем сокращение выбора ЕГЭ как государственной аттестации. Далее, и не отстают и вузы, профессиональные вузы, где постоянно идет увеличение количества бюджетных мест на формирование вот различных современных цифровых профессий. И, конечно же, увеличивается. Мы все с вами знаем, что к 2024 году Российская Федерация должна войти в десятку государств, которые обладают высоким уровнем качества образования. И вот для этой цели как раз и поставлена задача повысить качество преподавания предмета информатика. Там, где идет преподавание на базе точки роста, предложены уже готовые модули, готовые разделы программы информатика. Так? И как пример личностные результаты, вот написано следующее, что данные программы призваны формировать профессиональное самоопределение, знакомить учащихся с миром цифровых профессий, формировать уважительное отношение к интеллектуальному труду, целеустремленность, усидчивость в процессе творческой исследовательской работы. Ну и, конечно же, это формирование приемов проектной деятельности. А проектная деятельность, как вы обратили внимание, она является ведущей деятельностью в новых федеральных проектах. Но при подготовке к вебинару нашла вот такой вот интересный сайт, который предлагает, так, сайт называется «Максимум Тест». Название там потом очень у него большое, ссылка рабочая, потом вы можете посмотреть, что же здесь, какая предлагается информация. И вот до 15 ноября предлагается бесплатно пройти тестирование и получить консультацию, чтобы ребенок определил, а к чему у него есть склонности и способности. Ну, вот такая вот краткая информация с моей стороны о том, чем обусловлен повышенный интерес к миру профессий. А сейчас я с большой радостью передаю слово нашим специалистам, экспертам в области информатики. Это Николай Евгеньевич Ложкин, пожалуйста, и затем выступит Алексей Александрович Рассыхаев. Пожалуйста. Так, может, да? Так, здравствуйте. Сегодня я хочу с вами обсудить, поговорить о формировании функциональной грамотности на уроках информатики. Разберемся для начала, что же такое функциональная грамотность. Это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Это слова у нас Алексея Алексеевича Леонтьева, советского и российского лингвиста и психолога. Для оценки функциональной грамотности школьников в разных странах мира проводится тест PISA, международная программа по оценке образовательных достижений учащихся.
Тест проводится раз в 3 года среди подростков в возрасте 15 лет. Данный тест организует Организация экономического сотрудничества и развития. Основной вопрос данного исследования – обладают ли обучающиеся 15-летнего возраста навыками и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в обществе. Каждое задание ПИСа данного теста – это отдельный текст, в котором описывается некоторая ситуация жизненного характера. К тексту прилагается от 1 до 6 заданий разного уровня сложности. При выполнении заданий учащийся должен понять и решить проблему, которая лежит вне рамок предметной области, вне изучаемого учебного материала. Для чего же проводится это исследование? Сегодня общество и экономика делают запрос на таких специалистов, которые хотят и могут осваивать новые знания, применять их к новым обстоятельствам и решать возникающие проблемы. То есть существует запрос для функционально грамотных специалистов. Сегодня востребованы у нас люди, умеющие гибко адаптироваться к меняющимся жизненным ситуациям, самостоятельно приобретать необходимые знания, грамотно работать с информацией, самостоятельно критически мыслить, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применимы в окружающей их действительности. Нужны люди, способные генерировать новые идеи, творчески мыслить, коммуникабельные, контактные в различных социальных группах. Функциональная грамотность стала важнейшим индикатором общественного благополучия, а функциональная грамотность школьников – важным показателем качества образования. Требования к освоению элементов предметного содержания по-прежнему остаются в фокусе, но чисто академических знаний уже недостаточно. Сегодня мы делаем акцент на умение применять эти знания, на практическую работу. Россия занимает в рейтинге ПИСа традиционно серединные места, 30-37 из 74. Однако это недостаточно, чтобы сделать научно-технологический прорыв. А для этого нужно не только изменить подход к обучению, но и подходы к самим ученикам. Одним из показателей нацпроекта образования является вхождение России в топ-10 стран по результатам международных сопоставительных исследований. К 2024 году все 85 субъектов России будут участвовать в исследовании ПИСа. Это заявление государственного масштаба отражается в ряде отраслевых инициатив. Например, в совместном приказе Минпросвещения и Рособорнадзора о внедрении новой методологии оценки качества образования, где дается понятие функциональной грамотности и план работ на региональных и федеральных уровнях по ее внедрению. Но здесь важно сделать небольшое замечание, что в этом документе кроме ПИСа говорится еще о таких исследованиях, как PIRLS, международные исследования качества чтения и понимания текста, и TIMSS, международные исследования по оценке качества математического и естественно-научного образования. Но все-таки мы будем больше отталкиваться от исследования ПИСа, потому что данное исследование охватывает наиболее широкий спектр различных направлений подготовки обучающихся. Так вот, для развития Министерством просвещения был разработан проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности». Однако, по словам Ковалевой Галины Сергеевны, руководителя Центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения РАО, координатора ПИСа в России, необходимо в первую очередь не слепо включать в учебный процесс задания в формате международных исследований, а последовательно претворять в жизнь множество системных изменений, таких как работать на уроке с информацией, представленной в разной форме. Рисунок, текст, таблица, диаграмма. Работать с реальными данными, величинами и единицами измерения. Поощрять проявление учащимися самостоятельности, использование учебного и жизненного опыта. Активно разрабатывать ПИСа-подобные задания и разворачивать программы повышения квалификации учителей. Включать задачи по функциональной грамотности в каждый предмет и обыденный учебный процесс. В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены математическая, читательская, естественно-научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. То есть, если кратко, математическая грамотность – это способность ученика проводить математические рассуждения, формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем. Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей. Естественно-научная грамотность отражает способность человека применять естественно-научные знания и умения в реальных жизненных ситуациях. Финансовая грамотность понимается как способность личности принимать разумные, целесообразные решения, связанные с финансами.
Глобальные компетенции рассматриваются как многомерная цель обучения на протяжении всей жизни. Глобальная компетентная личность – это человек, который способен воспринимать местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия. Под креативным мышлением понимают способность к продуктивному творческому подходу. То есть здесь также на данных картинках представлены предметные и интегративные компоненты современной функциональной грамотности. И там, если есть как одинаковые компоненты, например, коммуникативная информационная грамотность, так и различающиеся сферы. Это очень хорошо отражает, насколько одновременно сложной стала наша жизнь, сколько всего должен знать и уметь современный человек. Именно здесь мы можем увидеть компоненты, которые явно указывают на наш предмет, конкретно на мой, на информатику. Это компьютерная грамотность, информационная грамотность, ну и можно еще включить здесь коммуникативную грамотность. Информатика тесно связана с функциональной грамотностью. Когда ко мне приходят дети, семиклассники, впервые на урок, я их спрашиваю, как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроках? Как вы думаете, что изучает информатика? Дети узнают, что на информатике мы не учимся... Дети узнают, что в информатике мы учимся работать с информацией, а не просто тыкать кнопочки на компьютере. Учимся передавать, получать, анализировать и создавать информацию. Но в то же самое время в нашей жизни различные устройства заняли серьезное место, и в итоге получается, что всю работу с информацией мы все равно проводим, тыкая на эти кнопочки. И если мы скомпонуем все то, чем мы занимаемся на информатике, то, грубо говоря, получится, что мы изучаем устройство компьютера, как пользоваться компьютером, какими программами можно пользоваться на компьютере и как с помощью этих программ создавать, обрабатывать, передавать, хранить информацию и так далее. И я хочу вернуться к самому началу. Функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения различных жизненных задач. И я думаю, многие подводят детей к изучению новой темы через проблему. Для детей важно не просто изучить новый материал, но и дать ответ на вопросы. А зачем мне это? Где мне это пригодится? И тут информатика часто в выигрыше, так как при изучении того же прикладного программного обеспечения, без труда можно сказать, в любой профессии рано или поздно вам придется составить документ или оформить что-либо хотя бы в виде обычной таблички. Во время учебы детям приходится готовить рефераты, оформлять проекты, писать курсовые. Далее у них пойдут дипломные работы. После этого всего они готовят резюме, отправляют это резюме работодателю по электронной почте. Большинство умений, которые дети приобретают на уроках информатики, так или иначе пригодятся им в будущей профессии. Так, как же развивать функциональную грамотность на уроках информатики? И здесь я хочу сделать такую ремарку, что я не буду затрагивать теоретическую часть урока, когда мы даем новый материал, так как приемы, которые используются в этой части урока, они одинаковы для всех предметов. Я именно хочу остановиться на практических работах. И вот почему. Изначально мы говорим, что суть функциональной грамотности – дать ребенку умения, которые он сможет применять в жизни, то есть использовать в практике. То есть важно ученикам делать упор не на теории, а на практике. Но как бы здесь нужно понимать, что без теории практики-то и не получится. Информатика в первую очередь для меня практикоориентированный предмет. Мы проводим огромное количество практических работ, и здесь важно показать, что работы выполняются не просто для оценки. Все практические работы нужно связывать с реальным применением в жизни. Вот, например, практическое задание для 7 класса. Здесь мы видим стандартные приемы работы с файловой системой. Создание папки, поиск информации на компьютере, копирование файлов, сортировки файлов, определение свойств файлов. Все это им пригодится в повседневной жизни. Как я уже сказал ранее, каждый ученик встретится с проблемой составления текстового документа. Это может быть просто документ, реферат, доклад, что угодно. Вот, например, еще одно практическое задание. В этом небольшом задании можно увидеть основные приемы форматирования текста, изменения начертания текста, кегля, создания списка. И по условию указаны только шрифты, которые ученик должен использовать. Весь остальной формат должен ученик восстановить самостоятельно. То есть показать свои умения на деле. И как сказано на слайде, детям будет интереснее выполнять эти задания, если перед этим показать им сочетание клавиш, то есть, которые помогут им выполнять форматирование быстрее, экономя время. Приведу простой пример из уроков прошлой четверти. Дети работали с базами данных, они заполняли
первую табличку в базе данных, переходили от ячейки к ячейке, используя мышь. То есть брали, щелкали, продолжали. Когда они перешли ко второй табличке, я им подсказал, а попробуйте нажать на кнопочку Tab, и у вас курсор автоматически перейдет в соседнюю ячейку. Вы не будете тратить время на то, чтобы дотянуться до мышки, поставить указатель в соседнюю ячейку и нажать на кнопочку. Вы становитесь эффективными в таких вот мелочах, и это вам пригодится в будущем. Но на уроках мы изучаем не только текстовые редакторы. Многие недооценивают те же самые электронные таблицы. С помощью электронных таблиц можно ввести какой-либо учет объектов, показать таблицы как мощный математический инструмент, да просто показать, как с помощью Excel можно быстро решать квадратные уравнения и строить график функций. Доходит до такого, и это реальный пример, я видел, что люди некоторые используют Excel, электронные таблицы, вместо калькулятора, и в этом тоже есть смысл. Можно и дальше приводить примеры отработка каких приемов на практике может помочь детям в будущем в жизненных ситуациях. Все сказанное выше относится конкретно к компьютерной грамотности на практике, и это только малая часть. Но не стоит забывать и про основные составляющие функциональной грамотности. Например, читательская грамотность. Она тесно связана с информационной грамотностью. В исследовании PISA 2018 года оценка читательской грамотности была обновлена. Было отмечено то, что люди стали читать по-другому. Все больше человек переходит от печатных изданий к электронным. И по новой структуре оценки сделала большой акцент на способности находить, сравнивать, сопоставлять и интегрировать информацию из нескольких источников. И эта структура отражает еще одну грамотность, которая связана с информатикой. Информационная грамотность – это способность к поиску, агрегации, проверке достоверности и анализу информации. И здесь также я приведу пример практической работы 7 класс. Необходимо найти автора и произведения, откуда взяты строки. И тут я сразу хочу перейти к 4 строчке. День промыт как стекло, только этого мало. В первые же результаты нам предлагают таких вот разные имена авторов. То есть мы можем подумать, что это у нас София Ротару, это у нас Александр Дулов, Арсений Тарковский и Александр Суханов. И только если ученик изучит все источники, перейдет по каждой ссылке, посмотрит внимательно, он найдет правильный ответ. Именно на этом примере мы можем говорить о связи читательской и информационной грамотности. Если говорить о читательской грамотности в общем случае, то можно выделить еще один аспект. Например, для выполнения какой-либо работы важно понять, а что нужно делать все-таки и как это сделать. И опять же, пример. При изучении поставленной задачи важно сначала прочитать само задание, обдумать прочитанное, сделать правильные выводы, принять правильные решения. Итак, задание. Изобразите орнамент по образцу, перемещая исполнителя из точки А в точку Б. Используйте процедуру для рисования одного фрагмента орнамента и процедуру для перехода к следующему фрагменту. Данное задание выполняется в графическом исполнителе стрелочка. То есть, прочитав задание, ученик должен по показанному примеру понять, что данный узор нужно выполнить с использованием двух процедур. Одна будет рисовать одну из 5 частей, вторая будет переводить исполнителя от конца выполненной части к узору следующей. И по выполненному заданию мы можем увидеть, у кого на каком уровне развита читательская грамотность. Если задание без процедур, как показано на левом рисунке, то все плохо, ученик упустил важную информацию в тексте задачи. Если одна процедура, это правый рисунок, уже лучше, но поставленные условия не выполняются, использована только одна процедура. И если задание с двумя процедурами и выполняется правильно, ученик понял задание и выполнил его без ошибок. То есть я повторюсь, для того, чтобы правильно выполнить задание, ученику необходимо прочитать условия. И не просто прочитать, а понять, обдумать, выделить основные важные фрагменты. Еще пример практического задания по электронным таблицам. Вроде бы обычное задание – прочитать, построить таблицу. Но с точки зрения функциональной грамотности, без читательской грамотности, выполнить это задание проблематично. Ученик должен составить таблицу. Он должен не только составить таблицу, он должен сначала составить связи, взять их из текста, который выделен синим цветом. Кто на каком транспорте и сколько километров проехал, пролетел и проплыл. И все это по прочитанному тексту. Без осмысления задания практическая работа не получится.
По идее, функциональная грамотность составляется из различных компонентов. То есть, если я сказал, что на уроках информатики мы развиваем компьютерную информационную грамотность, то это не значит, что эту же компьютерную информационную грамотность нельзя развивать на уроках русского языка или физики. Поэтому кратко хочется мне еще сказать про креативное мышление. Каждый ребенок хочет сделать что-либо, как он хочет, проявить себя. И даже если кто-то из учеников скажет, что это не так, то это вранье. Ученик просто боится это сделать. И на уроках информатики мы можем дать детям возможность показать себя, дать волю их креативности. Для отработки навыков на уроках информатики можно использовать такие задания, при выполнении которых ученик бы сам создавал что-либо, либо привносил что-то свое. Придумать форму документа, придумать узор, создать открытку в графическом редакторе. Ученикам будет интересно сделать то, что ему нравится, как они хотят, чем формально выполнять пункты из инструкции. Как сказано вот как раз таки на слайде. При выполнении какого-нибудь условного пункта из задания «Закрась ячейку таблицы в серый цвет» ученику будет интереснее раскрасить элементы в те цвета, какие он предпочитает. Также дети с удовольствием делают презентации или веб-сайты на практических занятиях по своим темам, именно о том, что им нравится. Ну и напоследок, есть еще один способ научить ребенка использовать полученные знания и умения в реальной жизни, использовать ситуационные задачи. Функциональная грамотность проявляется в решении проблемных задач, выходящих за пределы учебных ситуаций и не похожих на те задачи, в ходе которых приобретались и отрабатывали знания и умения. Чтобы оценить уровень функциональной грамотности своих учеников, учителю нужно дать обучающимся нетипичные задания, в которых предлагается рассмотреть проблемы из реальной жизни. Наличие контекста является важным условием на формирование и оценку функциональной грамотности. Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки, представленные в задании в рамках предлагаемой ситуации. Если ситуации связаны с разнообразными аспектами эти ситуации связаны с разнообразными аспектами окружающей жизни. То есть также рассмотрим примеры ситуационных задач. Вот пример. Ваш друг попросил вам отправить фотографию по электронной почте. Но вот беда, размер фотографии слишком велик для отправки. Файлик у нас занимает 15 мегабайт, а по почте мы можем отправить всего 10. И мы задаем детям вопрос, какими способами можно уменьшить размер файла изображения, какую программу мы можем использовать для достижения нашей цели. Либо еще задача. Вам необходимо создать таблицу размером 3 на 3 ячейки. Таблица должна быть шириной 10 сантиметров. Что вы будете делать? Как вы выполните это задание? Каким образом можно удалить границы созданной таблицы? То есть это не просто задание, по которому мы проверяем тот же самый теоретический материал. Это именно примеры из жизни, с которыми они могут встретиться, просто сидя вечером у компьютера дома. И я надеюсь, многие, выслушав сейчас всю мою представленную информацию, могут сказать, мы же уже так и делаем. И вы будете правы, потому что сейчас мы все работаем с вами по стандартам, по федеральному государственному стандарту, используем системно-деятельностный подход. А повышение уровня функциональной грамотности школьников может быть обеспечено успешной реализацией в ГОС, то есть за счет достижения планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов. Если в учебном процессе реализован комплексный системно-деятельностный подход, если процесс обучения идет как процесс решения обучающимися различных классов учебно-познавательных, учебно-практических задач, задач на применение или перенос тех знаний и тех умений, которые учитель формирует, чтобы у нас как раз-таки получился ученик, который всегда может сказать, это я сам. Вот все, что я хотел сегодня сказать. Спасибо. Хорошо, спасибо, Николай Евгеньевич. А вот вы сейчас работаете в 7 классе, да? Я преподаю информатику с 7 по 11 класс. С 7 по 11. Полностью, да. А вот уже какими метапредметными навыками владеют выпускники? То есть чем отличаются умения, которые приобрели дети вот в 7 классе, от умения от 11-классника? Я просто как дилетант уже у нас, спрашиваю. грубо говоря, информатика, это мы вот все по крупицам да. развиваемся. Если мы в 7 классе умеем, учимся, грубо говоря, кнопочки нажать, тем более сейчас такие дети пошли, они же в телефонах сидят, компьютером особо не умеют даже пользоваться. Да. То есть приходили такие дети, которые компьютер в первый раз видели. Вот. То есть начинаем с нажимания кнопочки и заканчиваем составлением своих программ, грубо говоря. И не обязательно тоже на темы, составления программ, не обязательно что-то по информатике. Можно, в принципе, решать поставленные какие-то задачи из жизни. Хорошо, да, как раз вот и одним таким вот из навыков предпрофессиональных, да, как раз и является умение составления программ, да. А какие программы вот старшеклассники могут составить?
Какой опыт у них есть уже? Ну, тут по поставленным, грубо говоря, задачам. Буквально, если мы будем брать стандартные, классические задачи, Мгм. которые мы разбираем. Ну, например, сегодня мы с учениками составляли программу. То есть, сейчас как бы правильно сказать. Мы сегодня изучали обработку информации. К обработке информации мы можем отнести простое умножение одного числа на другое. Но как бы мы это умеем, калькулятор вот у нас есть. Мы сегодня задались таким вопросом, а как же выглядит алгоритм умножения двух чисел? То есть не просто так 48 на 13, а что это 48 на 3 плюс 48 на 1, ну как столбиком решаем. И сегодня дети попробовали именно составить программу, которая бы этот алгоритм повторяла. Не просто умножить два числа, а правильно столбиком умножение работ. То есть вот такие мелочи, они как раз таки и закрепляют определенные моменты. Самая простая задача, ну хотя бы тоже умножь два числа или найди квадратный корень. Вроде бы задание простое, но оно закрепит какие-то знания, те же самые конструкцию программы, что зачем должно следовать, как правильно составить. То есть без практики на обычной теории ученик не выйдет никуда. То есть все равно даже самые простые задачи нужно тренировать, повторять. Вот. Хорошо, спасибо. Ну а теперь слово предоставляется Алексею Александровичу Рассыхаеву, учителю информатики и физики Усть-Куломской средней общеобразовательной школы. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел немножко рассказать про опыт работы с языком Python в нашей школе. И немножко рассказать про IT-куб, который открылся в этом году в нашей школе, на базе нашей школы. Про функциональную грамотность было четко сказано предыдущим докладчиком. Я могу только добавить, что говорят, что умение программировать – это как вторая грамотность, потому что нас окружает много устройств, которые, в принципе, можно запрограммировать под свои задачи. И хочу рассказать немножко про то, как мы использовали языки программирования в нашей школе. 20 лет назад, когда я пришел в школу, мы работали в системе QBasic. Мне он, честно говоря, не понравился тем, что нет четкого понимания у детей, как работает программа. И поэтому наша школа, первая в районе, перешла на использование языка Pascal ABC конкретно. Но в дальнейшем я заметил, что у учащихся Pascal вызывает проблемы в синтаксисе, то есть где-то точку запятой забыли, где-то закрывающий end поставить. И в качестве эксперимента решили мы попробовать Python. Язык Python очень легко можно выучить, если вы знаете хорошо C или Pascal, само собой Python будет очень легко выучить. Ну и забегая вперед, все-таки Python лучше использовать на уроках информатики, мне кажется, может быть, в 10 классе и старше, потому что для 8-9 класса Кумир система, она хорошо подходит, потому что язык является со строгой типизацией, а Python имеет свои недостатки. Но тем не менее, в этом году на базе IT-куба дети приходят в 7-8 класс, и несложные вещи вот мы начали делать на этом языке Python. Python является все-таки перспективным языком. Сейчас он входит в тройку лидеров. Это C, Java и Python. И у него, конечно же, большие перспективы, потому что, во-первых, низкий порог вхождения в этот язык есть. Ну и в дальнейшем он, конечно, как язык профессионалов, можно как промышленное программирование участвовать в этом. А Pascal, он, я думаю, все-таки больше учебный язык, и дальше школы, дальше вуза у него
мало перспектив, поменьше. Язык Python хорош не только для обучения алгоритмическому стилю мышления, но также можно работать и с объектами, с классами, ну и можно использовать для решения своих каких-то задач. Например, рутинные операции можно автоматизировать, написав скрипт. Сейчас мы живем в мире, когда каждый день генерируется очень большое количество информации, и в Python есть библиотеки, которые помогают обрабатывать большие массивы. У него есть различные готовые библиотеки для работы с Excel, с графикой. В общем, язык является одновременно и легко изучаемым, и, с другой стороны, мощным. Дальше я бы хотел вам показать применение Python при решении каких-то практических задач. То есть у нас стоит проблема, и мы можем быстренько в Python проверить решение. Например, на уроке математики дано сложное задание, и ученик может проверить ответ с помощью нескольких строчек. Здесь я буду комментировать, наверное, указатель мышки. Ну хорошо. Так. Буду некоторые моменты подчеркивать, чтобы было видно. В Python есть библиотека, которая включает множество математических функций, и мы, подключив модуль математики, можем уже использовать всю мощь компьютера. Это вычисление и квадратного корня, и тангенсы, и другие вещи. Вы можете увидеть, что в отличие от Паскаля нет закрывающих скобок, хотя они не вызовут ошибки. Нет так же, как в C, открывающих и в Java открывающих и закрывающих скобок. То есть сам код читается легче, он прозрачный, понятный. Еще пример. Номер 300 из учебника математики, алгебры. И, конечно, ученик должен знать, как строится графики функций, но, тем не менее, он может, если не уверен или хочет предоставить в электронном варианте свое решение, можно это в Python быстренько решить и построить. Мы видим, что функция, она состоит из 3 подфункций в зависимости от интервала. И тогда вот здесь мы видим, используется библиотека научных вычислений с массивами, с графиками. Можно задать, разбить на 3 части нашу функцию. Первая часть, вторая часть, третья часть. Первая часть создается массив по условию задачи от -5 до -2. Так как функция квадратичная, x в квадрате, то требуется точек побольше. Вторая часть функции — это линейная функция -2х. И, как известно, линейную функцию можно построить по 2 точкам. Третья часть функции, опять же, квадратичная функция, -x в квадрате. Создается массив иксов от 2 до 5, и y3 будет содержать массив соответствующих значений функций. Ну и дальше создается объект и строится наш график функции и в целом показывается на экране. То есть мы видим здесь, эта функция получается x в квадрате. Здесь функция -2х и -x в квадрате. Программа в целом, она не такая большая, и ее можно сохранить на дискете, можно увеличить, масштабировать в таком самом примитивном виде. Следующий пример. Это был реальный пример, когда мне надо было на школьный сайт закинуть несколько фотоальбомов. Мне дали флешку, там где-то 100 гигабайт информации, картинок.
И чтобы не использовать другие программки, я, честно скажу, это нашел скрипт. Есть модуль обработки изображений, и там есть различные варианты, например, вращение. В данном случае это у нас изменение размера. Ввели переменную size, и дальше используем цикл for. Здесь для всех файлов, получается, каждый файл, он будет, его копия будет дополнена текстом, чтобы оригинал не стирался. И потом уже вот, собственно, открывается файл, и с помощью метода изменяется размер до нужного, и потом все сохраняется. И в целом десятки, сотни файлов, даже тысячи, обработка идет намного быстрее, чем мышкой тыкать в меню графических программ, хотя там тоже есть возможность автоматизации, есть пакетная обработка, но тем не менее один раз скриптик написать и потом пользоваться для решения таких задач. Это был один из примеров автоматизации. Ну и далее хочу показать несколько примеров использования языка Python при решении задач ЕГЭ. На ЕГЭ отводится 4 часа, есть сложные задачи, есть средние задачи, и Python можно использовать для того, чтобы быстренько разобраться хотя бы там с третью задач и перейти уже к части С, где надо, собственно, создавать свое решение какой-то сложной задачи. У меня ЕГЭ ученики сдавали крайний раз лет 5 назад, тогда еще было в бумажном виде, и я помню, как муторно все это решается на бумаге, и причем большая вероятность ошибки вычисления есть. То есть ученик знает, как работать, но может случайно ошибиться, и это, конечно, обидно, то, что он не наберет баллы. И сейчас же у нас с прошлого или с позапрошлого года появилась возможность использования программного обеспечения на ЕГЭ, компьютерной ЕГЭ. И вот сейчас я вам продемонстрирую, как это ЕГЭ можно решить быстро. Вот мы видим, что вначале строится двоичная запись, переводится в систему счисления с основанием 2, а дальше цифры бинарного кода, где вот эти единицы и нули, они складываются и делятся на 2. Потом берется остаток от деления и дописывается в конец. То есть в данном случае у нас сумма равна 3, и остаток будет равен единице, записывается в конец справа. И то же самое еще раз выполняется. И надо найти наименьшее число исходное в результате выполнения алгоритма, когда появится число r больше, чем 77, 78 и выше. В ответе надо записать в десятичной системе исчисления. И мы сейчас видим алгоритм, он не такой большой, его можно быстренько набрать. Здесь написана функция алгоритм по тексту задачи, что у нас считается количество единичек и потом берется остаток деления на 2. А потом дописывается результат в конец. И самая основная программа, мы берем числа запасом от 0 до 100. И в Python есть встроенная функция binary, которая переводит сразу же в двоичный код. Там внешний вид примерно вот такой будет. 0b, и дальше там двоичный код идет определенный. Ну и берется потом срез от второго символа до конца. То есть мы можем последний символ и не указывать. А потом вызывается наш алгоритм, который мы вот выше написали, и результат переводится в десятичную систему, то есть функция integer, целый формат, число будет записываться в десятичном формате, а исходник у нас в бинарном коде идет. И потом вот все эти числа 0, 1, 2, 3 и так далее перебираются, максимум будет 99.
И когда встретится результат, который по условию ЕГЭ больше, чем 77, мы должны вывести на экран и цикл досрочно завершить. То есть нам достаточно. Набрали, выполнили 5 минут. Конечно же, ученик должен знать язык программирования на нормальном уровне. Следующий пример использования Python на ЕГЭ. Это циклы пока. Определите, при каком наибольшем введенном числе s у нас программа выведет число 64. То есть вводится число s, надо подобрать максимальное число s, при котором в результате будет 64. Видно, что до цикла число уменьшается в 10 раз нацело. Ну и далее идет цикл, пока число меньше, чем 51. Мы будем увеличивать на 5 и n счетчик в 2 раза. Раньше, когда было бумажное ЕГЭ, мы это анализировали. Видно, что цикл будет выполняться 6 раз. 2 в 6, 64. И дальше составляется математическое неравенство относительно этого. И ищем ответ. А сейчас же можно это все просто взять, закинуть в Python, чтобы не терять исходное число s, оно у нас в результате ведь каждый раз уменьшается. Мы цикл общий берем, назвали переменную s2, и я смотрю, что число завязано на 51, в 10 раз беру больше. Те, кто сомневается, можете хоть миллиард взять. Вот, и Python что сделает? Он будет уменьшать каждый раз там 510, 509, 508, дойдет до плюс 1. Здесь второе число тоже можно было поменьше взять. И получается, мы вот этот блок, по сути, ведь скопировали из ЕГЭ и просто добавили в цикле условие, что когда число будет равно 64, мы должны это число и напечатать, и остановить цикл. Задание из демо-версии. Следующий пример. Рекурсия. Раньше надо было строить дерево рекурсии. Это муторный процесс. Можно легко ошибиться. Сейчас же просто берем и то, что в задаче сказано, переписали. Программирование это не зря как вторая грамотность, потому что, зная программирование, можно привлечь нашего помощника компьютера. Главное объяснить ему, как это делать. И видно, что вот по условию, когда n равно 1, функция возвращает единицу. Если число четное делится на 2 без остатка, тогда функция возвращает другое значение. И если число больше 1 и нечетное, тогда функция возвращает третий вариант. И в конце вызывается уже основное тело программы у нас. Состоит из одной строчки, вызывается наша функция с аргументом 26. И доли секунды, и все там будет отлично вычисляться. То есть экономия колоссальная, я считаю. 4 часа, если на весь экзамен, если мы много заданий можем таких автоматизировать и побыстрее решить, у нас больше будет времени. Следующий пример сложный, опять же, системы исчисления. Дано выражение огромное, сложное. Записали значение, перевели в 16-ричную систему и подсчитали, сколько нуликов в ответе. Подобных заданий там много вот таких. Решается на Python в несколько строчек. Первая строка, собственно, выражение составляется. Степень это у нас 2 звездочки. И в Python есть функция аналогичная binary, функция hex, которая переводит результат в 16-ричный код. И потом там у нас, я, честно говоря, там уже не помню, в общем, как бы 2 символа, а дальше уже идет 16-ричный код. Вот.
И потом функция встроенная count, она работает со строчками. Надо отметить, что это у нас строка, а не число какое-то целое. И просто подсчитывается число ноликов. 3 строчки и готово. Раньше это было подольше и ошибались. Еще одно задание, где я сам ошибался, иногда стоит признать. Данный алгоритм, который работает со строчкой, у нас получается 70 восьмерок, очень много. И надо проанализировать программу и узнать, что же будет в конце. Берем Python и русский текст переписываем на язык программирования. Дана исходная строчка, текст 8 умножается 70 раз, будет как раз такая последовательность S. И просто переписали while, find. Минус 1 это означает, что на что-то нашлось. То есть позиция символа будет отлична от минус 1, то есть 0, 0, 1, 2, 3 и так далее. Значит, что-то нашли. Минус 1 это код ошибки, когда мы не нашли. Если мы нашли 2, 2, 2, 2 или 4 восьмерки, тогда пошло ветвление у нас. Если find, опять же, то мы заменить, английский язык, конечно, надо знать, replace, и заменили, иначе заменили на двоечки. То есть несложно, если вы знакомы с языком программирования, то достаточно будет легко выполнять такое задание. Причем гарантия, что вы правильно решите, будет выше, потому что текст алгоритма не такой сложный. Здесь думать особо не надо, просто переписали. Я использую язык Python для своих задач. Как учитель написал вначале в консоли, консольное приложение, простенький калькулятор, а потом уже написал программки для использования на уроках информатики. Ну и у меня в прошлом году был класс 5 математика, там изучали дроби, и ради интереса попробовал написать программу, которая складывает, умножает, вычитает, делит дроби. Так что каждый учитель тоже может использовать для своих каких-то решений задач. В данном случае я использую для своих профессиональных задач. Где лучше писать код? С Python идет встроенный редактор IDLE, он очень примитивный, там практически отсутствует автодополнение кода, но тем не менее он легкий и пойдет даже на слабом компьютере, многим ученикам это нравится, IDLE. Но я все-таки рекомендую, если компьютер современный, если 8 гигабайт памяти, да хотя бы 4, и накопитель все-таки побыстрее, то лучше использовать бесплатную версию PyCharm, это Community Edition. Там есть дополнение кода, и в целом программа очень хорошая. Можно отформатировать набранный вами код в код по стандарту, то есть со всеми отступами, с пробелами, чтобы выглядело это все по-взрослому красиво. Ну и еще для начинающих побаловаться есть множество онлайн-сред, где можно запустить код и проверить. Какие минусы у Python есть? Минусы такие, как низкая скорость. Он, в отличие от Pascal и от C и C, работает в десятки, в сотни раз медленнее. Но так как техника все-таки быстрая в целом, и при решении обычных таких задач вы разницу просто не увидите. Это там, где надо быстродействующий драйвер или быстрая обработка в режиме реального времени. Там, да, там Python не пойдет. А в остальных моментах пойдет сайты, какие-то скрипты. Основной ресурс, который мы используем,
в информатике и в том числе при изучении программирования. Это сайт Полякова Константина Юрьевича. Очень качественный ресурс. Здесь все как бы на таком очень высоком уровне. Здесь и подготовка к ЕГЭ, и профильная школа, у нас уже немножко устаревшая. И, в общем, я рекомендую этот сайт, кто еще не слышал, мало ли есть такие еще преподаватели, используйте этот сайт, он, наверное, один из самых таких хороших. Там также имеются материалы и по языкам программирования, и средняя школа, и основная школа, вот все это есть. В сентябре в нашей школе открылся IT-клуб, и там 6 направлений. Одно из направлений программирование на Python. Мы начали работать, входят ученики 7, 8, 9, 10 классы. Есть и другие направления. Мобильная разработка. Мы стали использовать визуальный конструктор. Там доступно тоже для учеников от 7 класса. Вот как выглядит кабинет, где проходят занятия по Python. Этот кабинет также мы используем для профиля 10 класс информатика, потому что оборудование хорошее, ноутбуки, они достойные, и очень приятно работать, когда все летает и все работает быстро. На этом у меня все. Выпускники мои говорят, что действительно Python он легче для обучения. Его можно использовать. В ВУЗе другой язык используют. Но как первый язык Python, наверное, все-таки получше, чем C++ или Java. А так, я думаю, что надо знать несколько языков. Языки со строгой типизацией, такие как C++, Java, и вот такие с нестрогой типизацией, с утиной типизацией, так называемой, такие как Python. На этом у меня все. Спасибо, Алексей Александрович. Но я думаю, специалисты получили большое удовольствие, удовлетворение от такого вот профессионального общения. Тут тем более еще разбор вариантов заданий ЕГЭ, что очень даже полезно и интересно. Ну что же, спасибо вам за участие, за проявленный профессиональный интерес. И я думаю, что вы дальше сами уже будете предлагать свое участие в последующих наших методических семинарах. Ну а теперь мы поблагодарим наших экспертов в области методики информатики Алексея